Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней сыпочки звучит так. Мужчина исчез. Появится ли он? Будет ли опять проявляться? Если вам тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени. Так и спросите: мой милый дорогой, куда исчез? Появишься ли ты еще в моей жизни? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками, закроют нам то, что сейчас скрыто. Еще мы желаем услышать и узнать. Ого-го. Так, мои хорошие. Очень много тумана вышло. Очень много. И есть вещи, о которых вы не то чтобы не знаете, даже и не подозреваете. Мужчина исчез, потому что очень много вам врал. Он вас обманывал. Знаете, вот то желание показаться лучше, чем я есть. То желание быть героем в ваших глазах. Хотя на самом деле он и близко не соответствует этому званию. Очень много он вам тут наговорил, наобещал, клялся, божился. А по итогу, когда пришло время давать ответ, выбрал самый легкий путь. Путь невидимки. Взял и исчез. Просто вот и растворился в пространстве. У кого-то отыграется, что мужчина был на расстоянии, просто заблокировал. У кого-то отыграется, что мужчина вот был рядом с вами, что-то там сказал, наговорил: я вернусь, я приеду, а потом раз и все. И Васькой звали. Причина — ложь. Ложь. Это не значит, что он вас разлюбил. Это не значит, что он по-прежнему к вам не горит и не тянется. Он просто в какой-то момент заврался. У кого-то отыграется вранье, как, знаете, как... не было у него другого варианта. Он так себе говорит: не мог я ей сказать правду. Хотел, пытался. Даже какие-то там, знаете, намеки были, либо он вам что-то рассказывал и говорил: это вот у моих там знакомых было, там, либо друг у меня какой-то. На самом деле он рассказывал о себе, о своей жизни, о том, чего вы не знаете. Здесь мужчина чувствует вас, он вас любит до сих пор, и до сих пор к вам тянется. Все вот эти вот ниточки, фибры его души, они все тянутся к вам. Вот желание быть вместе, желание быть с вами. Вот закрыть глаза, и как будто бы ничего не было. Нет у меня тех проблем, нету этой лжи. Все, мы вместе, мы счастливы. Он какое-то, знаете, воспоминание особо теплое хранит, когда у вас какой-то разговор, что ли, состоялся. Вот вы как-то так сидели, то ли в обнимочку, то ли как ручки друг друга держали. И вот такая прям нежность чувствовалась, такая вот прям энергетика волшебная была, любви, там какой-то преданности, единение между вами было. Он постоянно это воспоминание прокручивает в голове, уже даже до дырочек докрутил. Уже там, знаете, какие-то детали начал себе там допридумывать. Он, когда вспоминает, он чувствует себя как счастливый ребенок. Это ему помогает. Сейчас у мужчины действительно очень много проблем. И проблемы очень серьезные, жесткие. Ему сейчас не сладко, даже вообще не думайте. Если вы что-то о нем знаете, и вам сказали, либо там как-то так, может быть, и что-то вы где-то увидели, что он там хорошо себя чувствует, замечательно живет, это все неправда. Ему очень и очень плохо. У него душа плачет, понимаете, рвется на части сердце. Голова, просто мозг кипит. А все почему? Потому что сам это все натворил. Его очень сильно прижали. Либо обстоятельства, либо люди, которые его окружают. Сейчас у него острая фаза борьбы. Борьбы, я даже не побоюсь такого слова, как за свое выживание. Он пытается выжить. Он пытается... как-то жизнь свою, по кусочкам, осколочкам, по крупичкам собрать. Вот что он делает.
Думает ли о вас? Конечно, думает. Любит ли он вас? Да, он вас любит. Это бесспорно. Это истина, истина, понимаете, он вас любит. Сожалеет ли он о том, что произошло? Да, конечно, сожалеет. Он сам себя, понимаете, ненавидит за то, что так произошло, за то, что он так с вами поступил. Была бы его воля, дал бы ему Боженька шанс, он бы все назад поменял. Поменял, все бы вам рассказал, так бы и сказал. Вот тебе правда про меня, а теперь вот что хочешь со мной, то и делай. Вот, только не прогоняй, только не могу, не могу я без тебя, не смогу, не выживу я. Вот прям воздуха ему не хватает, понимаете, вот надышаться он не может. Вот такое у него сейчас состояние, очень тяжелое. Ваше состояние не легче. Вы знаете, вы вот временами то вот вспоминаете, любите, надеетесь, то злитесь на него, обижаетесь, да, за то, что так поступил. Постоянно какой-то вот закрадывается, да, вот нечестный со мной был, а вот он так, а вот он сяк. И еще кто-то вот рядом с вами, пытаясь вас поддержать, на этого мужчину тоже, там, знаете, ушат грязи периодически подливает. Значит, мои хорошие, вот послушайте меня. Мужчина сейчас всего себя положит на решение вот своих задач по выживанию. Как только у него что-то начнет получаться, он начнет движение к вам. Вот чтобы вы понимали, вот в сегодняшнем дне он за вами подсматривает, он о вас постоянно получает информацию. Либо он подсматривает в интернете, да, он просматривает, там, когда вы были, сколько вы там находились на том либо ином ресурсе. Там, знаете, как там Viber, WhatsApp, там же видно, был человек, когда был. Вот, под какими-нибудь фейковыми линками заходит в социальные сети, там вас тоже мониторит. Там, с замиранием сердца, понимаете, если у вас есть там в социальной сети, вы там публикуете свои фоточки, он прям с замиранием сердца каждый раз вот открывает эту социальную сеть, боится, что он там у вас увидит с другим человеком, с другим мужчиной. Вот этого боится. Если у вас, знаете, там фотографии, где вы улыбаетесь, хорошо выглядите, он тоже очень счастлив, он этому безумно рад. Очень хочется с вами поговорить. Но сказать вот именно сейчас и здесь ему нечего, что скажет. Что я лгун, что я предатель, что нет мне прощения, что я последняя сволочь. Станет ли вам от этого легче? Нет. Знаете, что он решил? Он решил, я сейчас все порешаю, насколько смогу, да, вот выкручусь, выберусь из этого капкана, и я к ней пойду. Пойду, вот все скажу, вот как есть скажу, и пусть делает со мной, что хочет. Вот это его сейчас такая, знаете, цель, его намерение, и он будет его исполнять, будет. Но я честно хочу предупредить, вот он себе какие-то сроки наметил, да, там месяц-два, у кого как отыграется, он не успеет, вот чтобы вы понимали. Его возвращение, оно как отложенное по времени идет. Вот, что интересно, у вас тут новый кавалер намечается, понимаете, у вас тут новый мужчинка придет. И, возможно, вот новый ваш кавалер, он как бы ваше внимание на себя тянет. Вот. И так может произойти, что мужчина увидит вас с новым кавалером, да, либо ему кто-то скажет, и это тоже может замедлить ситуацию. Знаете, девчонки, вот прям подумайте для себя, вы действительно его назад ждете, вы действительно его назад хотите и примете. Готовы ли вы услышать о нем правду? Нужна ли вам эта правда? Если нет, начинайте жить заново. Начинайте. Я не могу вам объяснить, что там у него за бэкграунд. Я вижу, что там что-то страшное, очень плохое. Я понимаю, что не все из вас, услышав правду, смогут с этой правдой жить. Понимаете? То есть то, что его, вот, например, извините, заставило так поступить. Но там прям нехорошо. У меня же, видите, как ком в горло идет. Вот, поэтому кому-то прям так и отыграется, что этот мужчина и не нужен был. Или, например, услышав о нем правду, вы просто вот перекреститесь и скажете: слава Богу, что ты из моей жизни ушел. Вот слава Богу, вот так прямо и скажете. Поэтому, мои хорошие, у вас буквально вот в течение 2 периодов времени, 2 недели, 2 дня,
2 часа, либо 2 месяца у вас идет новый мужчина. Очень интересный, кстати, такой прям, знаете, стабильный, хорошо воспитанный, уверенный в себе, на ножках крепко стоит. Вот такой мужчина идет. А вам такой и нужен. Вам не нужен баламут. Вам нужен спокойный, стабильный мужчина, с кем вы будете выстраивать очень хорошие, добротные отношения. Вот, так что задумайтесь, подумайте и для себя решите. А будет ли мужчина этот в принципе возвращаться в вашу жизнь? Да, будет. Если у вас не будет другого мужчины, он будет понимать, что вы свободны, он будет возвращаться, но возвращаться как-то очень-очень медленно, знаете, вот такими очень крошечными такими вот прям шажочками. Один там постоял, подождал, второй постоял, подождал. Очень медленно будет двигаться. Вот. Плюс этот шлейф из его проблем, он его еще очень долго будет преследовать. Если вам нужен проблемный мужчина, который поступает немужественно, то есть может в любой момент просто взять и исчезнуть, но подумайте, подумайте. Вот. Если говорите, да ладно, вот лишь бы он, да, вот какой бы он там ни был, вот только его хочу, то вы его дождетесь. А если вы хотите быть по-настоящему счастливой женщиной, любимой женщиной, женщиной, которую ценят, уважают, холят, лелеют, заботятся о ней, помогают, то вот, пожалуйста, новый мужчина идет. Очень хороший. Я прям рекомендую, девочки. Подумайте, спросите себя честно. Здесь вопрос остается открытым. Если вот этот ваш загаданный узнает, что у вас другой, он в вашу жизнь не станет возвращаться, он не станет вас тревожить. Только лишь по одной причине. Он знает, какой он, хотела сказать плохо, ну ладно, пустой, да? Он знает, что он пустой, он знает, что он не может вам дать того, чего вы достойны. И если он увидит, узнает, что у вас есть другой человек, и у вас жизнь началась новая, он уже, знаете, как скажет, ну, слава Богу, да, вот есть у нее любовь. Я, конечно, мерзавец, я, конечно же, пострадал по справедливости, так мне и надо. Не будет он вас тревожить. Так что, мои хорошие, решайте, думайте, все в ваших руках. Я лишь могу сказать, что мужчина вас любит, любил, любит и будет еще любить. Вот эта любовь, она как была дар для него, да, дар и очень серьезное испытание. Но, видите, испугался. Испугался он, правда, испугался того, кем он есть на самом деле. Вины вашей в этом никакой абсолютно нет. А вы все, что могли, все делали, любили его, ценили, там, не знаю, тащили за собой, да, либо там вытаскивали из каких-то проблем. Ну, если он не понял, не оценил, ну что сделаешь? Это был его такой вот, даже не выбор, да, единственный вариант, как вот избежать там позора, да, либо избежать огласки того, какой он есть. Мои хорошие, не расстраивайтесь, все будет и все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.